В сегодняшнем видео мы расскажем о мнении различных экспертов по поводу ситуации между Таджикистаном и Киргизстаном. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что политологи думают о Таджикистане и его политике. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. А также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Правительство еще год назад говорит, уже делимитация, демаркация, вопрос. Получается, что ничего не решалось. Вот как было, так и осталось все. Ну, поехал премьер-министр, ну, поехали там депутаты, ну, встретятся, давайте жить дружно, ребята, нельзя ругаться. Развернулись и уехали. Это специальная комиссия существует. Что такое демаркация, делимитация? Обозначить, забить столбики, потом это все на карте нанести, потом это утвердить, потом это все, то есть юридическую сторону все нужно. Но это сначала надо сесть, обговорить, ребята, где мы, что мы согласны. Вот это участок, там отдаем, там отдаем. Ахсу мы же не согласовали, строим дороги. Я так думаю, что это в отместку насчет строительства дороги Ахсу. Лично мое мнение. В Таджикистане есть два района, где живут кыргызы. 100% кыргызы. Это Дергаталский район, это Мургабский район. Тогда надо вот этих районов, особенно в Баткенском районе, это Ворух и село Мачае. Надо поменять их местами. Туда кыргызы переедут сюда, пусть территория останется твоим, гражданами останутся кыргызы, но зато кыргызами не будет ругаться, не будет стреляться. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Уровень цен действительно существенно отличается от московских. Ну, например, каких-нибудь товаров. Московских. Ну, я не могу вам точно сказать, потому что мне это сложно в уме перевести с самани, то есть их национальную валюту. Ну, у вас же было ощущение, цены. Насколько рублей но могу сказать, там... что продукты питания не позволяют шиковать в Таджикистане, по крайней мере, в столице людям. А здесь еще нужен один принципиальный момент идет. Цены ценами, а если у тебя доходы, если у тебя работа. Вот для Таджикистана это очень существенный момент. Если верите их официальной статистике, у них всего 55 тысяч безработных. Из скольки населения? Из 8 миллионов населения. Вот очень, кстати говоря, принципиальный момент, потому что население Таджикистана очень резко выросло. У них самый высокий... Выросло? Да, за последние 20 лет. У них самый высокий на постсоветском пространстве процент. Так они выросло здесь, в Москве, я так поняла. Нет, население растет. В садиках люди... Но никогда не признаем мы, что вы там больше похожи на таджиков, чем на поляков. Я имею в виду, естественно, умосложение. Потому что вы часть нас, а мы часть вас. Вот это и есть расизм, Достоевский, Глинка, понимаете, Шостакович. Незамутненный. Обратите внимание, Якуб, обратите внимание. Принадлежат нам в польском в такой же сознании, степени, смотрите, как принадлежат смотрите, нам. А я люблю Таджикистан, мне нравится Таджикистан. Знаете, как это будет реализовалось сейчас? Да как в польском сознании почетно быть похожим на поляка, но не на таджика. И не почетно быть похожим на таджика. Русские, радуйтесь, вы похожи на поляков, поляки вас признают. А ведь это так. А если вы были похожи на таджика, вам, русским, должно было быть обидно. А сделайте опрос это и есть расизм. На кого они считают, что они вы похожи. даже сами не замечаете, как вы это реализуете. Русские похожи на русских. С точки зрения экономического развития, с точки зрения инвестиционной привлекательности, вот опять же был проведен рейтинг, проведено исследование инвестиционной привлекательности. Таджикистан находится в хвосте этого рейтинга, потому что по ряду причин. Во-первых, несмотря на то, что достаточно крупная по населению республика, 8 миллионов человек, экономическое развитие не позволяет создавать, даже обеспечивать работой граждан, и поэтому большая часть трудоспособного населения, по разным оценкам, 2-3 миллиона мужчин работают в Казахстане и в первую очередь в России, потому что дома просто нет возможности для работы. Достаточно ограничены природные ресурсы Таджикистана, есть возможность для развития сельского хозяйства, но опять же это тоже требует и воды, это требует и ресурсов, это требует и логистики, и транспортной, которые мы наблюдаем, дефицит у Таджикистана. И, наверное, мы можем говорить о том, что за 25 лет с момента получения независимости Таджикистану не удалось ни каким-то образом расширить свою специализацию экономическую,
по сравнению с тем, что было на момент распада СССР, ни создать какие-то новые отрасли. Нужна быстрая демаркация, иначе эти конфликты, повторяющиеся из года в год на границе, никогда не прекратятся. Здесь вся вина на кыргызской стороне, так как решение комиссии по демаркации и делимитации соседи не соблюдают. Нельзя идти на уступки. Эта земля, на которую сегодня претендует Кыргызстан, исторически принадлежит таджикскому народу. Здесь надо оставить за государственными органами, потому что вопрос границы всегда решается государством, а не частными лицами. Обстановку, вот эту, которая накаляется, его надо довести до нуля и дать спокойно проходить органам, государственным комиссиям, пограничникам сесть и спокойно решать вопрос. Потому что мы не вражеские страны, мы не враги друг другу. Вовлекать туда третьи какие-то силы, третьи стороны, мне кажется, не стоит. Мы способны решать сами. Одно и то же лицо не может быть президентом более 2 сроков подряд, говорится в статье 65 части 4 Конституции Республики Таджикистан. В документе написано, что согласно предложению парламентариев, ограничение о количестве избраний не должно касаться лидера нации, которым в середине декабря после единогласного принятия закона об основоположнике мира и согласия стал нынешний глава государства Эмомали Рахмон. Согласно пока действующей редакции Конституции, его полномочия истекают в 2020 году, и выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах он не может. Но предлагаемые поправки вообще дают ему возможность возглавлять страну пожизненно. Стратегия этих изменений заключается в том, чтобы дать возможность действующему президенту, как пешвою миллат, на ближайших и последующих выборах иметь возможность участвовать в качестве кандидата в президенты. А исход его участия в качестве кандидата в условиях Таджикистана известны. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.